Наш эфир продолжается, и вы смотрите информационный выпуск Камшик-Шара. Здравствуйте. Обращение парламента Абхазии о готовности республики к равноправному участию в проекте по открытию железнодорожного сообщения между Россией и Арменией поддержано депутатами Госдумы России. Об этом сообщил председатель Комитета Народного собрания Абхазии по международным межпарламентским связям и связям с соотечественниками Астамур Логуа. Группа депутатов парламента Абхазии с 12 по 17 февраля находились в столице Российской Федерации, где провела ряд встреч с российскими коллегами, в частности, с депутатами из Комитета по делам СНГ и евразийской интеграции и вице-спикером Госдумы России Ольгой Тимофеевой. Астамур Логуа выразил надежду, что соседние с Абхазией страны обратят внимание на мирные и добрые инициативы нашей республики. Напомним, что ранее Народное собрание обратилось в Госдуму России с предложением о готовности на равноправных условиях участвовать в проекте по открытию железнодорожного сообщения между Россией и Арменией через Абхазию. Вот уже месяц, как две семьи в селе Бедия живут не в своих домах. Причина – большой оползень, который не только отрезал 3 села от города Ткварчал, но и представляет угрозу для людей, чьи домовладения частично разрушены. Чтобы найти выход из непростой ситуации, место происшествия посетила вице-премьер, министр экономики Кристина Озган. В ходе инспекции специалистам были даны соответствующие поручения. Репортаж Гугуцы Вардания. Из-за оползня дорога к домам в селе Бедия, где проживают 2 семьи, опустилась почти на 35 метров. Добираться до домов очень сложно. В земле многочисленные разломы. И если не заметить, можно просто провалиться в них. Местные жители, находясь по другую сторону дороги, подсказывают, как добраться до их уже полуразрушенных домов. Люди говорят, что ситуация здесь ухудшается по часам и даже по минутам. Хуже и хуже. Лучшего ничего нету. Трудно. Как рассказывают местные жители, еще месяц назад ничего не предвещало беды. До 15 января они жили спокойно. Внезапно земля в буквальном смысле стала уходить из-под ног. Наша съемочная группа уже была здесь почти месяц назад. Вот так в наш прошлый приезд выглядела часть дороги, ведущей в Ткварчал. Так она выглядит сейчас. Если тогда к ней можно было подойти, то сейчас есть риск упасть в пропасть. А это дом семьи Самсония. Таким он был еще месяц назад. Но вот что стало с комнатами и самим домом всего за несколько недель. Так сейчас выглядит дом семьи Самсония. За месяц он практически развалился. В доме проживает 8 человек. И все они сейчас находятся в разных местах, так как внутри находиться крайне опасно. Часть семьи Самсония, 3 маленьких детей с их мамой живут у родственников, кто-то у соседей. Местные жители говорят, что им некуда идти, некуда девать скот. Разрушаются и родовые кладбища. Аналогичная ситуация и со второй семьей, которая осталась без дома. Они также живут у соседей и родственников. В ходе поездки вице-премьер, министр экономики Кристина Озган осмотрела место оползней и пообщалась с жителями. Министр поручила специалистам предприятия «Абхазберегозащита» подготовить предложение по строительству временной объездной дороги. Здесь и раньше специалистами предпринимались определенные меры. Однако, как выяснилось, проблему так просто не решить. Были установлены маяки, чтобы определить, с какой скоростью уходит земля. Вам в любом случае надо сейчас смотреть, движение есть или нет. Если вы маяки установили, до пятницы дайте информацию, движение есть или нет. К этому вопросу, возможно, будут привлечены и российские специалисты. Кстати, разрушена часть дороги, соединяющей Бедию и Ткварчал. Дорога протяженностью в 9,5 километров была построена в 2017-2018 годах в рамках российской инвестпрограммы. Ее стоимость – 60 миллионов рублей. После осмотра аварийных участков Кристина Озган поручила управлению капитального строительства совместно с управлением геологии, геодезии и картографии проработать предложение для решения проблемы в селе Бедия.
Значит, УКС свою часть работы сделает, и геологи дадут нам свои. Да. Мы обсудим тогда все вместе и сделаем президенту предложение, как мы видим выход из сложившейся ситуации. Здесь придется решать в 2 этапа. В зоне опасности в селе Бедеи находится еще 2 семьи. Местные жители надеются на чудо, и движение грунта прекратится. Однако, как известно, сюрпризы природы предугадать невозможно. Гугуца Вардания, Михаил Братухин, Абхазское телевидение. В результате проведения разыскных мероприятий 17 февраля найдена пропавшая накануне жительница города Гудаута Диана Самава, 2006 года рождения, сообщает пресс-служба МВД. 16 февраля девочка вышла из дома по улице Ардзенба около 10 часов утра и на связь больше не выходила. В поисках пропавшей участвовали сотрудники городских управлений и районных отделов внутренних дел, а также личный состав центрального аппарата и СОБР МВД Республики Абхазия. Ребенок передан родителям. За многолетнюю плодотворную работу в области сельского хозяйства, высокий профессионализм Эдуарду Барганджи присвоено почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Абхазии». Соответствующий указ подписал президент Абхазии Аслан Бжания. В торгово-промышленной палате состоялась встреча с делегацией из республик Башкортостан. Представители Башкирского регионального отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» прибыли в Абхазию, чтобы обсудить план дальнейшего международного сотрудничества по вопросам формирования благоприятной бизнес-среды, в частности, в сфере туризма. Визит делегации стал традиционным. Это уже 2-я встреча в рамках подписанного в 2013 году соглашения по линии двустороннего сотрудничества. В ходе мероприятия обсуждались пути взаимодействия республик в различных отраслях. Стороны выразили заинтересованность в дальнейшем торгово-экономическом сотрудничестве. Для нас ваша организация, которую вы представляете, это очень важный и серьезный инструмент, который нам необходимо развивать и использовать. Это и по линии расширения партнерских взаимоотношений, это и по рынку сбыта нашей продукции. Поэтому мы со своей стороны заверяем вас в том, что Торгово-промышленная палата Абхазии готова продолжить совместно начатую с вами работу и стараться интегрировать взаимодействие предпринимателей в такие традиционные механизмы торгово-экономического сотрудничества, стараться поддерживать предпринимателей по реализации, возможно, каких-то совместных проектов. Ну и, конечно же, делать все возможное для того, чтобы туризм развивался как в Абхазии, так и в Башкортостане. Для нас очень приятно, что ваши сотрудники, коллеги очень быстро отзываются, и обратная связь у нас, слава богу, есть. В этом году у нас тоже очень много запланировано. Это и Евразийский форум, который пройдет, это и неделя бизнеса, которая планируется на декабрь месяц. Мы обязательно отправим деловой календарь. Просьба, конечно же, посмотреть, если будет возможность принять участие, мы будем очень рады. Состоялось заседание Президиума Академии наук Абхазии, на котором были утверждены 3 вопроса. Денису Чачхале присвоено звание почетного доктора Академии наук Абхазии. Алхасу Багба и Олегу Кварча присвоена ученая степень кандидат экономических наук, а также утвержден тематический план на 2021 год. Сводный план научно-исследовательских работ Академии наук Абхазии на 2021 год состоит из 24 проблем, 105 тем, 146 этапов. В процессе обработки поступивших тематических планов от институтов АНА были выявлены ряд недоработок и замечаний, которые были устранены в рабочем порядке с участием академиков, секретарей и руководителей научных учреждений. Представленный сводный план, на наш взгляд, очень насыщенный, тема актуальны. Результаты работы по ним будут иметь большое прикладное значение для Республики Абхазия.
Новая номинация «Бесценное достояние» появилась у литературной премии имени Искандера. Об этом сообщает информагентство «Спутник» со ссылкой на председателя жюри Евгения Попова. «Бесценное достояние» – это номинация за прозу, переведенную на русский язык с абхазского и других языков народов России и стран СНГ. Ранее в премии было представлено 5 номинаций – проза, поэзия, киносценарий, драматургия, чегемские высоты и дереводетство. Прием заявок на международную литературную премию имени Фазиля Искандера начался 15 февраля. По словам председателя жюри, уже поступило несколько заявок на участие. Сухумский научно-исследовательский центр курортологии и нетрадиционной медицины имеет давнюю историю. Населенные пункты Черноморского побережья Абхазии стали известными как лечебные места еще в конце XIX века. Центр был построен в 1905 году русским меценатом Алферовым. Сюда направлялись люди, нуждающиеся в отдыхе, а также больные с упадком питания и нарушением кровообращения. Чем сегодня живет курортологический центр и какая ведется работа? Об этом репортаж Сарии Кварацхелия. Абхазия издавна славилась своими целебными местами и привлекала на свое побережье тех, кто хотел отдохнуть, как говорится, душой и телом. В 1912 году в одной из вершин города среди парковой зелени отстроили потрясающей красоты в стиле модерн огромный санаторий «Азра». На сегодняшний день в этом здании расположен научно-исследовательский центр курортологии и нетрадиционной медицины, директором которого является Отар Осия. У нас таких условий для того, чтобы, скажем, провести сюда и людей на реабилитацию, на курортологические методы лечения и так далее, пока нет. Для этого надо провести очень много большой работы, связанной с ремонтами, связанной с оборудованием, связанной с кадрами и так далее. На это все надо время. 10 лет назад на базе НИЦ находился стационар, где лечили инвалидов войны и пенсионеров курортологическими методами. Можно было пройти процедуры. Это и физиотерапия, массажи, искусственные ванны, лечебная физкультура. Была солевая комната для тех, у кого имеются бронхит и легочные заболевания. Однако это продлилось недолго. Приблизительно через год закончилось, потому что все было сделано, опять-таки, повторяю, в спешке. Повторять эту же ошибку сейчас не хочется. Мы готовим сейчас необходимые мероприятия, на наш взгляд, для того, чтобы организовать здесь стационар, и в первую очередь для реабилитации. Вот. С нашими предложениями мы будем готовы представить в Академию наук, представит в правительство, и, если понадобится, президенту где-то в апреле, в мае. В обществе бытует мнение, не может ли научно-исследовательский институт курортологии стать реабилитационным центром для переболевших коронавирусной инфекцией. Как известно, участие пациентов COVID-19 протекает очень тяжело. Люди попадают в отделение реанимации, их подключают к аппарату искусственной вентиляции легких. Интенсивная реабилитация после коронавируса необходима каждому переболевшему вне зависимости от степени тяжести заболевания. Мы этими вопросами сейчас, даже если захотим, не сможем заниматься, надо подготовиться к этому. Потом здесь, вот, то, что касается коронавирусной инфекции, здесь реабилитация особая. Там связано с дыхательной системой в основном и с кардиологической системой, сердечно-сосудистой системой, в основном с дыхательной системой. Вот. Таких мероприятий сейчас мы не можем проводить. И просто сказать, что да, приведите, мы положим, сделаем, неправильно. Мы не готовы к этому. Мы прошлись по процедурным кабинетам. Есть оборудование старое. Основная часть работает. Как мы видим, сейчас центр не в самом лучшем состоянии. Протекает крыша, а в ноябре прошлого года возник пожар, во время которого пострадало 60 квадратных метров. Как только это произошло, в этот же день я был у премьер-министра, и хочу с благодарностью сказать, что он буквально за несколько минут решил организационные вопросы. И те, кому он это поручил, в течение 2 дней ходили сюда, наметили мероприятия, составили смету там, и так далее, и так далее. Все, что необходимо. Очень быстро все это сделали, за что хочу большое спасибо сказать. И дай Бог ему здоровья в настоящее время нашему премьер-министру Александру Золотинсковичу. Вот. Но потом будни наступили. Со сметой пришлось пойти
в правительство, где, по их же словам, пока денег нет, ну, приходится ждать. Вот. Все предпринимается для того, чтобы побыстрее найти деньги и сделать привести в порядок эту крышу, чтобы хотя бы здание сохранить. Сотрудники НИЦ проводят большую работу по выявлению и освоению новых бальнеологических ресурсов, изучению действия на организм человека основных курортных факторов Абхазии – климата, влажных субтропиков и минеральных вод. Однако и в эту работу пандемия коронавируса внесла свои коррективы. Этот год мы прекратили все поездки в экспедиции, занимаемся исследованием минеральных вод. Их, кстати, в Абхазии около 170 источников минеральных вод. И это как раз один из факторов, который можно применять при реабилитации больных. Как говорит Атар Осия, Абхазия – страна больших возможностей, так как обладает весьма разнообразными природными ресурсами. Богатая и живописная природа Абхазии создает прекрасную базу для развития курортов. Поэтому необходимо восстановление санаторно-курортных комплексов, где будут условия и для реабилитации больных. Сария Гварацхеля, Инала Гухава, Абхазское телевидение. Консульский отдел посольства России в Абхазии будет временно закрыт с 20 по 23 февраля. Как сообщается на сайте правительства, посетителей не будут принимать в связи с празднованием Дня защитника Отечества. Распоряжением главы администрации Сухума Беслана Ишба установлен новый график работы Сухумского городского центрального рынка и торгового комплекса «Сухум-Прибор». Центральный рынок будет работать во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье. Понедельник – выходной санитарный день. Торговый комплекс «Сухум-Прибор» будет работать также ежедневно, кроме вторника. Вторник – выходной санитарный день. Два района города Сухум останутся без питьевой воды 18 февраля. Отключение связано с разрывом водовода в русле реки Киласур, сообщает МУП «Водоканал». Подача питьевой воды будет прекращена с 0 до 18 часов на турбазе и по улице Чанба. И в конце выпуска прогноз погоды. По сообщению Гидрометцентра, в четверг, 18 февраля, в Абхазии ожидается облачная погода. Временами снег с дождем, местами туман, возможен гололед. Температура воздуха ночью -2 плюс 3, днем 0 плюс 5. Температура морской воды +10 градусов. И на этом наш выпуск завершен. Спасибо за внимание. Всего вам доброго.